Давайте хотя бы брать мигрантов Белоруссия, Украина, Балканы, чтобы не было мигрантов из Азии, чтобы не бросалось это в глаза. Жириновский нашел мигрантам в России новое место работы. Поэтому мы, конечно, стоим за то, чтобы все-таки обходиться своей рабочей силой. Своей. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что привело всех мигрантов в ярость. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Мы нашли, как помочь огромному количеству мигрантов, то есть нашли, как можем помочь вам найти себя и зарабатывать достойные деньги. Для того, чтобы попробовать себя в работе онлайн, при этом ничем не рискуя и не уходя с текущей работы, оставьте свои данные по Google форме ниже под видео, и мы с вами свяжемся. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправлять трудовых мигрантов, приезжающих в Российскую Федерацию, на Дальний Восток, Крайний Север или в Сибирь. У нас деньги есть проекты, нет рабочих. А вот вторую Транссибирь гнать нужны десятки миллионов рабочих, которые будут жить в тайге, жить в бараках, может быть, без душа, туалет на улице. Об этом он заявил на YouTube-канале ЛДПР ТВ. По мнению политика, такая мера поможет предотвратить межэтнические конфликты, которые часто возникают в мегаполисах. Поэтому идеальный вариант без мигрантов, но хотя бы их использовать Крайний Север, Дальний Восток, Сибирь, там, где они будут одни. Мигранты устраивают драки между собой, иногда и русских втягивают. Идеальный вариант – жить без мигрантов. Но если они и есть, то использовать их на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и Сибири. Они будут строить огромные объекты, заводы и дороги, отметил Жириновский. Как вы относитесь к таким заявлениям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Политик подчеркнул, что русские ребята не поедут в Сибирь жить без душа и с туалетом на улице. Если сторона не может обойтись без мигрантов, то пусть они будут из Беларуси, Украины или с Балкан, добавил Жириновский. Ранее парламентарий предложил вернуть в Россию 20 миллионов российских граждан, которые проживают в других странах. Пригласим из Средней Азии 5-6 миллионов русских, а из Украины 15 миллионов, заявил Жириновский. Политик также призвал помочь русским вернуться на родину из стран Центральной Азии. По мнению Жириновского, из-за нестабильности ситуации в Афганистане в государство могут прорваться банды экстремистов. Межэтнические конфликты между мигрантами из Центральной Азии на территории России – это не редкость. За последнее время несколько таких инцидентов произошли в Москве и Подмосковье. Как вам такие высказывания и эта идея? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!